Здравствуйте, дорогие четвероклассники! Сегодня вновь с вами на уроке математики я. И зовут меня Ирина Николаевна. Вот опять звенит звонок, приглашает на урок. Мы будем смекать, мы будем решать, новые примеры вычислений будем изучать. Запишите в тетради число «Классная работа». Телеурок. Сегодня мы продолжим увлекательное путешествие по загадочной и великой стране математика. Вам предстоит думать, вычислять, соревноваться, открывать и изучить новую тему. Тема нашего урока – письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Сегодня на уроке узнаем прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями. Научимся делить на эти числа. Сможем применить свои вычислительные навыки в жизни. Что натворили мы в 21 веке? Что стало с экологией Земли? Леса сжигаем, засоряем реки. Мы и не делать этого могли. Чтоб человечеству от газов не погибнуть, от вымирания живое уберечь, нам надо одно правило постигнуть. Нам надо экологию беречь. Вы любите собирать ягоды, грибы и отдыхать на природе. К сожалению, многие люди, которые, бывая на природе, оставляют после себя посторонние предметы. Посмотрите, какой грязной стала поляна после посещения горе-грибников и ягодников. Нам нужно ее очистить. Называя правильные ответы, предметы, которые оставили люди после своего отдыха, будут исчезать. Начнем мы с арифметического диктанта. Запишите частное чисел 450 и 9 увеличить на 20. 70. Из 800 вычесть произведение чисел 40 и 4. 640. К числу 114 прибавить частное чисел 360 и 6. 120. Назовите остаток, который получится при делении числа 467 на 10. Хозяйка развела одинаковое количество кур и кроликов. Всего их 24. Сколько лап у кур? И сколько лап у кроликов? Верно, 24 и 48. Расположите данные числа в порядке возрастания. Проверим, что у вас получилось. 7, 24, 48, 70, 120, 640. Расположите данные числа в порядке убывания. Проверим. 640, 120, 70, 48, 24, 7. Молодцы! Мы очистили поляну от мусора. Посмотрите, какой она чистой стала. Ребята, посмотрите, животные попали в ловушки, которые расставили браконьеры. Давайте поможем зверям и освободим их. А для этого нужно узнать,
код для каждого замка. Узнать код можно, только решив числовые выражения. Вставьте недостающие числа. Проверяем. Мы смогли освободить зверей. Нам пора двигаться дальше. Мы отправляемся вглубь леса. Посмотрите, там что-то дымится. Туристы ушли и не потушили костер. Чтобы его потушить, нам нужно решить числовые выражения. Проверьте себя. 4 остаток 2. 2 остаток 486. 6 остаток 35. 30 остаток 15. Мы спасли лес от пожара, и нам нужно отправляться дальше. Перед нами новое препятствие. Это наша жемчужина, озеро Иссык-Куль. Мы видим мусор. Это грозит необратимыми последствиями для нашего озера и всего живого. Для очистки озера нужно специальное оборудование. Чтобы наше озеро существовало долго, о нем нужно заботиться. Давайте выполним следующее задание. Тем самым очистим берег Иссык-Куля от мусора и будем бережно относиться к окружающей природе. Мы знакомы с решением таких числовых выражений? Ребята, вот сегодня мы будем учиться выполнять деление на числа, оканчивающиеся нулями. Вначале вспомним, как выполняется устное деление на числа, оканчивающиеся нулями, с помощью правила деления числа на произведение чисел. Рассмотрим частное чисел 560 и 80. Воспользуемся правилом деления числа на произведение. Заменим делитель 80 на произведение чисел 10 и 8. Число 560 удобно сначала разделить на второй множитель 10, а затем полученный результат разделить на первый множитель 8. Деление чисел, оканчивающихся нулем, решать будем столбиком. Наше рассуждение можно записать. 560 делим на 80. Значением частного будет однозначное число. Чтобы разделить 560 на 80, разделим сначала 560 на 10, будет 56. А затем 56 разделим на 8. Получаем 7. Столько единиц будет в значении частного. Теперь 80 умножим на 7. Деление выполнено без остатка. Письменное деление чисел, оканчивающихся нулем, с остатком. Рассмотрим частное число. 568 и 80. Значением частного будет однозначное число.
Разделим 568 сначала на 10, будет 56, а затем на 8, получим 7. Столько единиц будет в значении частного. Определим остаток. Остаток меньше делителя. Считаем ответ. Значение частного 7, остаток 8. Деление на сотни без остатка. Мы делили на десятки. Теперь выполним деление на сотни. Выполним устное рассуждение. Рассмотрим частное. Воспользуемся правилом деления числа на произведение. Для этого заменим делитель 900 удобными множителями. Число 4500 удобно сначала разделить на второй множитель 100, а затем полученный результат разделить на первый множитель 9. Частное чисел равно 5. Эти рассуждения можно записать в столбик. Значением частного будет однозначное число. Чтобы разделить 4500 на 900, сначала надо разделить на 100. Будет 45. Затем 45 разделим на 9, получится 5. Столько единиц будет в значении частного. 900 умножили на 5, 4500. Столько единиц разделили. Деление выполнено без остатка. А теперь деление на сотни с остатком. Рассмотрим частное число. Значение частного будет однозначное число. Разделим сначала 4612 на 100. Получим 46. И 46 разделим на 9. Это 5. 900 умножить на 5 – 4500. 112 – остаток. Остаток меньше делителя. Читаем ответ. Значение частного 5, остаток 112. Рассмотрим случаи деления, когда в частном получается двузначное число. Первое неполное делимое 425 десятков. Значит, в частном будет двузначное число. Чтобы найти частное, сначала разделим 425 на 10. Получим 42. И полученное число 42 разделим на 5. Получим 8. Столько десятков запишем в частное. Узнаем остаток. 50 умножить на 8 – 400. Столько десятков разделили. 425 минус 400 – 25. Столько десятков осталось разделить. Остаток меньше, чем делитель. Образуем второе неполное делимое. 250 разделим его на 50. Для этого 250 сначала разделим на 10, получится 25, а затем 25 на 5 получится 5. Столько единиц будет в значении частного. Определим, есть ли остаток. 50 умножить на 5 – 250. Столько единиц разделили.
250 минус 250 – 0. Деление выполнено без остатка. Значение частного равно 85. Рассмотрим следующее выражение. 2750 разделить на 40. Первое неполное делимое 275 десятков. Значит, в значении частного будут две цифры. Чтобы разделить 275 на 40, разделим сначала это число на 10. Будет 27. А теперь на 4 будет 6. Столько десятков будет в частном. Определим остаток. 40 умножить на 6 равно 240. Столько десятков разделили. 275 минус 240 – 35. Столько десятков осталось разделить. Остаток меньше делителя. Образуем второе неполное делимое. 350 единиц. Разделим на 40. Для этого разделим сначала 350 на 10, будет 35. А затем на 4 будет 8. Столько единиц будет в частном. Узнаем остаток. 40 умножить на 8 – 320. Единиц разделили. 350 минус 320 – 30. Это остаток. Остаток всегда меньше делителя. Читаем ответ. Значение частного 68, остаток 30. Вот и мы, решив данные задания, внесли свою лепту в сохранность нашей жемчужины и очистили берег Иссык-Куля от мусора. Молодцы! Время нашего урока подошло к завершению. Давайте подведем итог. Сегодня на уроке мы узнали прием письменного деления на числа, оканчивающиеся нулями. Научились делить на числа, оканчивающиеся нулями. И, конечно, можем применить свои вычислительные навыки в жизни. Телеурок. Наш урок мы закончим такими словами. Давай же будем мы природу любить, жалеть и уважать. Костры в лесу не разжигать, зверей и птиц не обижать. В тенистый лес входи, будь другом, грибов и ягод набери. Вдыхай свежий, чистый воздух, деревья поблагодари. Природа щедрая хозяйка, бери что надо, ей не жалко. И не забудь, что ждет она от нас такого же добра. Берегите природу. Спасибо за урок. До свидания. До новых встреч.